В одном из жилых домов Якутска разыгралась соседская драма, если быть точнее, соседская месть. Со слов пострадавшей стороны стало известно, что какое-то время они топили соседа снизу. Как и откуда, непонятно и не видно. Возможно, проблема кроется в стояке, где-то в стыке между этажами. Визуально установить течь невозможно. Когда произошел залив соседа этажом ниже, пострадавшая сторона, которая сейчас в итоге сидит без воды, находилась в отъезде и даже предположить не может, за что ей безвозвратно перекрыли воду. По адресу Федора Попова, 16/3, квартира 17, с августа нет никакой воды, ни холодной, ни горячей. Мы вызвали сантехников 11 сентября, в Арсенал дали заявку, потому что мы до этого, дочь была в отпуске, ее не было. Мы дали заявку, приехал сантехник и в грудь себя бил, что это он поставил краны внизу соседу, так как мы его топили. Как мы могли его топить, если в квартире никто не проживал с 7 июля? Они должны были вернуться 18 сентября. Поэтому мы 11 спустили, нам позвонили, мы спустили воздух с отопления, чтобы не завоздушило. И увидели, что воды нет. 12 числа пришел сантехник, сказал, что это он краны поставил. Мы поехали в Арсенал Плюс, написали заявление, чтобы объяснили, по какой причине. Они нам 14 числа назначили, приезжал оттуда представитель их, акт составила, сказала, что надо поменять стояк маленький в ванной комнате. На 15 число. Хорошо, мы согласились, приехали поменять. Звонили в АДС, узнавали, почему воды нету, нам, потому что конкретно сразу никто ничего не сказал. Приехали 15 числа, сантехник пришел, посмотрел, что менять, какие краны надо, трубы какого диаметра. Вроде как мы топим соседа, где-то в промежутке течь идет, его топит. Кто топит, если здесь никто не живет, мы не знаем. Нам сказали, поменять надо, значит, поменять надо. Мы приехали. Сантехник спускается с нами вниз в 13-ю квартиру, чтобы предупредить его, что сейчас будет менять краны. Он не открывает, он звонит диспетчерской сантехника, диспетчер ему громко говорит. Он не даст поменять краны так, как он хочет, чтобы ему сразу поменяли канализацию. Представители ЖКХ приходят с управляющей компанией, у нас ни течи, ничего нет, но воды у нас тоже до сих пор нет. Мы в мэрию обращались, в прокуратуру, в округ промышленный обращались, в управляющий неоднократно, юриста уже, адвоката пришлось нанять, а воды нет. Предписание дает инспекция, они не исполняются, 26-го не дали, сегодня опять вот инспекция пришла. Жилнадзор со своей стороны проводит проверку предписаний в адрес управляющей компании. Ведь по закону даже управляющая компания не имеет права на общедомовых стояках устанавливать перекрытие воды ни горячей, ни холодной. Сейчас была проверка предписания, получается, да, было выдано управляющей компании «Арсенал Плюс», чтобы они обеспечили круглосуточное, бесперебойное в необходимых объемах холодную и горячую воду в квартире 17. До этого была первичная проверка, получается, да, было установлено, что в квартире 13 установлены краны на стояках, общедомовых стояках на горячей холодной воде. И на кухне, и в ванной, и в туалете, получается, чтобы перекрыть подачу горячей холодной воды в квартире 17. Установлены были они управляющей компанией «Арсенал Плюс». До этого управляющая компания писала, что было установлено, что в квартире 13 была течь, были заявки, получается, и в связи с тем они были перекрыты. Из-за того, что у них происходила течь по системе водоотведения, системе канализации, получается, и на кухне, и в туалете. На общедомовых стояках вообще не допускается установление кранов, перекрытия, получается, в какую-либо квартиру. По постановлению 354 перекрытие холодной воды вообще не допускается. По первичной проверке было выдано предписание управляющей компании, и также был составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях. Управляющая компания «Арсенал Плюс», которая установила задвижки, разводит руками и неохотно комментирует свой поступок. Изменить ситуацию они, конечно же, хотят, но не могут, потому что собственник квартиры ниже не предоставляет доступа. В данный момент сейчас составляется исковое заявление для принудительного. Оно уже составлено, наверное, подано в суд. Потому что до последнего времени, последний был акт составлен, это в октябре месяце, да, в конце октября 22 числа, также была уведомлена
собственной квартире, чтобы предоставить доступ. Также она отказалась. В данный момент сейчас подано исковое заявление о принудительном доступе в данное жилое помещение, чтобы заменить общедомовой стояк. По решению суда будут приняты дальнейшие действия по замене общедомового имущества. 3 месяца в квартире отсутствует вода, и собственнице, проживающей на 5-м этаже, остается лишь пользоваться привозной. Конфликт между квартирами есть, и управляющая компания «Арсенал Плюс» здесь большую роль сыграла, поставив там краны. Поэтому все решит суд.